Лесопромышленный комплекс был и будет драйвером экономического развития республики. Новые инвестиционные проекты в области освоения лесов предусматривают создание современных производств и новых рабочих мест, но при этом возрастает и нагрузка на экологию. Именно поэтому задачи должны решаться цивилизованно. Развитие и разруха несовместимы, заявил Владимир Уйба на открытии стратегической сессии «Лесопромышленный комплекс Республики Коми». Она прошла в столице накануне. В качестве примера глава напомнил ДТП в поселке Краснозатонский, где в начале марта перегруженный лесовоз повредил теплотрассу. Жители оставались без тепла несколько часов. Ставлю первый акцент для себя и думаю, что для всех, кто идет цивилизованным путем по освоению лесов. Развивая экономику, мы не можем допускать разрушения инфраструктуры муниципалитетов, разрушения дорог, мостов, линий электро- и теплопередач, когда лесовозы перегруженные сносят теплоцентрали высотой 6 метров. То есть это, конечно же, абсолютно нецивилизованная история. В рейтинге России по инвестиционному климату республика не входит пока в число 20 лидеров. Но потенциал у региона огромный. И правительство сейчас ведет огромную работу по повышению инвестпривлекательности, отметили на форуме федеральные эксперты. По их мнению, рейтинг формируется на основе опроса предпринимательского сообщества. Кроме того, для инвесторов очень важным является информация. Можно создать в регионе хорошие условия для инвесторов, но никто о них не будет знать. Поэтому каждому региону необходимо доносить эту информацию до федерального уровня. Перспективы достаточно хорошие. Тут очень мощный природный потенциал. Он в значительной степени еще недоиспользован. И, соответственно, задача, мне кажется, регионального правительства улучшать условия для функционирования бизнеса, чем уже сейчас правительство занимается и что мы на нашей секции по инвестиционной привлекательности планируем подробнее обсудить. И, что важно, доносить вот эту вот информацию о перспективах работы, об условиях работы в Республике Коми до широкого круга общественности и в России, и за рубежом, прежде всего, инвестиционного сообщества. Вот этого несколько не хватает. То есть информация о Республике Коми желательно, чтобы была шире представлена, чтобы были истории успеха, как минимум на федеральном уровне озвучены. Развитие экономики невозможно без привлечения науки в производство и переработку леса и без подготовки кадрового потенциала. Этой теме тоже была посвящена отдельная секция на сессии. Лес – это не только инвестиции, это не только экономика, это экология. И понятно, что лесовосстановление является очень важной составляющей развития в целом лесопромышленного комплекса. Так вот, у нас в республике на сегодняшний день не хватает около 200 специалистов, занятых для защиты леса, это лесные инспектора. И тут мы вместе с правительством договорились о выделении и создании на будущий год на базе лесотехнического техникума 50 мест, бюджетных мест по специальности лесное и лесопарковое хозяйство. Надеемся, это начало. Естественно, у нас есть внутренний потенциал для подготовки специалистов, которые бы обеспечивали в целом лесопромышленный комплекс. Его полное интервью смотрите сегодня вечером в программе «Детали недели». Что мы видим, практически весь лес, который заготавливается на территории Республики Коми, он и перерабатывается. Но есть в лесу деловая древесина, есть низкосортная. То есть деловой древесиной за 15 лет мы в Республике Коми разобрались, а с низкосортной мы еще не приступали даже. Почему? Потому что достаточно большие инвестиции, большие деньги, и без помощи государства это невозможно. Его полное интервью смотрите сегодня вечером в программе «Детали недели».